Хотите окунуться в яркие краски дикой природы? Подружиться с туканом? Погладить малыша Гиббона? Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Кашпукол. Коротко о главном. Пожар в Байтайгинском районе, горела школа. Продажу и поступление контрафактного спиртного необходимо пресечь. Об этом глава республики заявил во время рабочего визита в Агдувурак. Беглые пальчики для юных музыкантов. В минувшую субботу на базе детской школы искусств села Целиное Кызылского района прошел второй зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианного отделения детских школ Тувы. Об этом и не только, более подробно. Начнем выпуск серьезного пожара в селе Карахоль Байтайгинского района Тувы. Там 10 марта горело здание местной школы. Сообщение о возгорании на центральный пункт пожарной связи поступило в половине 8 вечера. На момент прибытия первого подразделения уже произошло обрушение кровли, здание было полностью охвачено огнем. Для ликвидации пожара в связи с большой площадью горения были направлены силы и средства 3 пожарно-спасательных частей по охране Байтайгинского, Барунхемческого районов и города Агдувурак. Справиться с огнем удалось лишь спустя 3,5 часа. К счастью, на момент возгорания в здании не было людей, поэтому никто не пострадал. Для установления причины пожара из города Кызыла направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории по республике Тыва. Глава Тувы Шолбан Караул побывал с рабочим визитом в Агдувураке. Там он встретился с активными жителями города. Эта встреча началась с минуты молчания в память о погибшей 4 марта семье. Об этой трагедии мы рассказывали в наших выпусках. Открытый разговор, инициированный главой региона, был направлен не просто на обсуждение трагического события, а на обозначение конкретных путей выхода из ситуации. Шолбан Караул обозначил несколько причин, повлекших трагедию. Именно по этим направлениям нужно усилить работу. Одна из основных – алкоголь. По словам главы региона, большая часть нелегальной спиртосодержащей продукции поступает в город именно по трассе Абакан-Агдувурак. Проблему смог бы решить стационарный пост, однако установить там его пока не получается. Поэтому ситуацию исправлять нужно своими силами, заявил глава региона. Кроме того, по его словам, нужно закрыть адреса, где торгуют контрафактным спиртным. Я прослежу за тем, чтобы полиция и все остальные добились того, чтобы вот это вот количество так называемых адресов было к нулю. Я прослежу, я проконтролирую. Я сделаю отдельный контроль над тем, чтобы все, кто обязан добиться закрытия этих самых адресов незаконно, все это мы сделаем. И еще об одной трагедии в Агдувураке, которая произошла в минувшие выходные. Там 11 марта пьяный водитель насмерть сбил 2 пешеходов. В ГИБДД рассказали подробности случившегося. Двигаясь по одной из улиц города Агдувурак, иномарка сбила 38-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходной зоны. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителя задержали по горячим следам. Им оказался 30-летний местный житель. У водителя прибором было установлено состояние алкогольного опьянения, а именно концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,58 мг, что превышает суммарную погрешность 0,16 мг. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также при движении не учел интенсивность движения, состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость направления движения, а также оставил место ДТП, не сообщив об этом в полицию и не оказав доврачебную помощь пострадавшим. По данному факту в настоящее время Следственным управлением МВД по Республике Тыва проводится проверка. Далее о новостях экономики. Более 63 миллионов рублей внесли в бюджет Тувы нарушители правил дорожного движения. Такую сумму взыскали с автовладельцы судебные приставы в 2016 году. Неоплаченными еще остаются 80 тысяч штрафов. Всего на исполнение в прошлом году у приставов находились чуть менее 180 тысяч исполнительных производств по принудительному взысканию штрафов за нарушение ПДД, что составляет более 1/3 от общего количества документов, находившихся на исполнении. Общая взысканная сумма, поступившая в бюджет Тувы, составляет более 63 миллионов рублей. Также в прошлом году судебными приставами внесено более 37 тысяч постановлений о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств должников.
На территории крупнейшего не только в России, но и Европе московского оптово-продовольственного агрокластера Food City в рамках постоянно действующей выставки откроется торговый павильон для производителей Тувы. С предложением представить сельхозпродукцию республику на международной торговой площадке к главе Тувы Шалбану Караулу обратились организаторы экспозиции «Союз предпринимателей Евразийской экономической зоны» Евразийский деловой союз. Как сообщила министр экономики Республики Тыва Елена Каратаева, которой Шалбан Караул поручил подготовить договор с организаторами экспозиции, их заинтересованность в сотрудничестве с республикой появилась после первых поставок тувинской баранины через Food City на московский рынок. Они готовы на льготных условиях предоставить Туве не менее 50 квадратных метров под павильон и оказать всю необходимую помощь в его открытии. С февраля этого года, благодаря договоренностям главы республики с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и администрацией кластеров Food City, начал принимать первые партии тувинских продуктов. Пока это охлажденная баранина для московских ресторанов, которая расходится практически с колес, без промежуточного хранения. С началом регулярных поставок мяса администрация торгового комплекса готова выделить отдельную погрузочную платформу для Тувы, так называемый кросс-док, благодаря которому доставка продукции от производителя до потребителя происходит с минимальными задержками, без потерь в качестве. И о курсах валют. Доллар и евро вновь набрали. Итак, американская валюта сегодня стоит 59 рублей 22 копейки, а европейская 62 рубля 74 копейки. К новостям культуры. 11 марта в детской школе «Искус» села Целиное Козылского района прошел второй зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианного отделения детских школ Тувы, посвященный памяти заслуженного работника культуры республики Валентина Дангак, а также 40-летнему юбилею со дня образования детской школы «Искус» села Целиное. Участники конкурса – юные представители 5 районов республики. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Вся суть технического зачета юных пианистов выражена в его названии – «Беглые пальчики». Дети с разных районов Тувы собрались здесь для того, чтобы показать свое мастерство, которому научились. В мероприятии приняли участие 12 учащихся класса фортепиано детских школ Тувы со 2 по 7 классы, которые были поделены на 3 возрастные категории. Просто приветствую полностью вот эти вот маленькие мини-конкурсы для поднятия уровня пианистической культуры в Туве. Потому что сельские школы, естественно, отстают от городских, от центральной и тем более республиканской школы, в которой 3 часа специальности с ними занимаются и еще 3 часа репетиторства. Дети, с которыми занимаются каждый день, ежедневно, по несколько часов, отличаются в развитии от детей сельских школ, с которыми никто дома не занимается, у которых даже может не иметься инструмента дома. То есть они прибегают в школу сюда заниматься. Большинство участников исполнили произведения австрийского композитора Карла Черни, получившего известность как педагога и автора многочисленных этюдов, направленных на систематическое овладение виртуозной фортепианной техникой. Кроме того, звучали этюды Анри Бертини, Карла Лишгорна и других композиторов. Конкурс проводился с целью выявления юных талантов, развития интереса к исполнению технических произведений и повышению исполнительского мастерства. Среди юных дарований свою подготовку продемонстрировал и единственный мальчик, воспитанник Сукпакской детской школы искусств Лакпажап Оршак. Я начал заниматься на пианино 2 года назад. Я выбрал пианино, потому что это клавишный инструмент. Конкурс был посвящен 40-летнему юбилею со дня образования детской школы «Искус» села Целинное, а также памяти заслуженного работника культуры Тувы Валентина Дангак, которая внесла большой вклад в развитие детской школы села Целинное. Валентина Наступторжиевна много лет работала в нашей школе преподавателем по классу фортепиано, участвовала во всех мероприятиях, во всех конкурсах Кожунова, республиканского, всероссийского даже масштаба. За 40-летнюю историю школы к изначально 3 профильным отделениям – фортепиано, баян и труба – прибавились еще 7 классов. Впервые в 1976-77 учебном году желающих получить уроки музыки стали 50 детей. С тех пор количество учащихся увеличилось в разы. Спустя 40 лет нашу школу посещают 141 учащихся и 10 отделений. Но все эти 3 отделения работают по сей день. В преподавательский состав входят артисты из Национального оркестра и педагоги Селиной ДШИ.
Талант и исполнительское мастерство юных пианистов оценивало профессиональное жюри из числа преподавателей детских школ искусств Тувы и Кызылского колледжа искусств имени Чергалула, которые определили лауреатов по всем возрастным группам. Все участники конкурса получили дипломы и памятные подарки. Заключительным аккордом мероприятия стало выступление воспитанниц учреждения дополнительного образования села Целиное. Чинчика Шпукол, Беликий Кулар, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Прервемся на рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Официальный дилер стальных дверей Торекс в Кызыле, компания «Ампир» предлагает двери для любого интерьера. Этностиль, хай-тек, модерн, элитные и роскошные двери в коттедж. Доступные и надежные двери в квартиру. Звоните 230-62. У нас всегда найдется ваша дверь. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Город окон в Кызыле. Прочные теплые окна и надежные стальные двери по доступной цене. Аюна Курседи, 54. Телефон 8 929 314 0303. Правоохранители вновь говорят об участившихся случаях карманных краж и, как правило, воруют мобильные телефоны. Об этом мы сегодня поговорим с начальником уголовного розыска управления МВД по городу Кызылу Айдысом Оржак. Он сегодня у нас в гостях. Айдыс Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Сколько краж зарегистрировано с начала этого года? Ну, оперативная обстановка на территории города Кызыла с кражами, хищением сотовых телефонов остается напряженной. Если у нас отметится рост преступности сотовых телефонов на 27%. Если в прошлом году было совершено 127 краж сотовых телефонов, то на этот год краж сотовых телефонов зарегистрировано за 2 месяца 159. С чем связано увеличение? Сотовые телефоны у нас это в прошлом году, если грабежей, и вот я сюда включил грабежи сотовых телефонов, кражи карманы и кражи это в школах, в организации и других местах. Чем является увеличение, это сотовых телефонов. У нас безработица, людей тоже очень много, приезжих людей из районов, которые, чтобы заработать деньги на что-то, они вот начинают совершать кражи и продают они за дешевые цены прохожим лицам, либо в каких-нибудь местах. И на эти деньги, лучше деньги начинают распивать спиртные напитки, те лица, которые злоупотребляют спиртными напитками. А некоторые просто пользуются сотовыми, некоторые пользуются сотовыми телефонами, которые понравился. К примеру, например, учится в одной школе, у него там телефон, iPhone, а у него простой телефон. Ну, конечно, у человека возникает тоже вот этих ребят, начали опрашивать, они говорят, просто хотели пользоваться этим телефоном и совершают кражи некоторые. Где чаще всего происходит преступление, кто жертва? Чаще всего преступление совершается, можно сказать, в очень многих местах. Я не скажу, что в основном, но в основном, я бы сказал, это в общественном транспорте. В утреннее время или в обед. Час пик, которые люди там толпой заходят, транспортные общественные едут, потом начинают в карманы вытаскивать деньги, ну и карманы открыты, рядом кто стоит, не видно, там люди толкаются, а это время вытаскивают сотовые телефоны, и эти не замечают. И в это время, и вот такие время пользуются и с этими случаями, вот эти лица начинают ездить по эти время сутки, что народ не обращает на это внимания в то время. По раскрываемости как? Много ли удалось раскрыть? Если на этот, за 2 месяца, если совершено 159 краж сотовых телефонов, то раскрыто примерно где-то 30-40 так. Ну, положительные результаты пока нету по данному направлению, потому что жертвами становятся и взрослые лица, или несовершеннолетние, да, которые в основном совершаются, они остаются в сумке, играют, где ну, на улице оставляют, в то время тоже пользуются очень много. Кто или что помогает вам при раскрытии таких преступлений? Чаще всего, когда обращается, мы занимаемся по этим
раскрытием сотового телефона берем распечатку, ну и более подробно и там берем заявление от потерпевших и проводятся наши оперативно-технические мероприятия. Какое наказание грозит? Срок максимальный по кражам сотового телефона до 5 лет. Это в ходе расследования, когда передают материал уголовного дела в суд. Там судья рассматривает, какой и человек ранее был судим или как, там, зависимо от всего собранного материала уголовного дела. Кто чаще всего совершает кражи? Чаще всего совершают кражи вот эти ранее судимые тоже есть, которые освободились, не может на место работы найти. Ну, они уже лица, которые постоянно совершают карманные кражи, они ранее тоже были привлекались на эти и сидели за это. У них как бы машинально идет. И также туда у нас мы задерживали групп несовершеннолетних тоже, которые совершали кражи, привлекали родителей административной ответственности, тоже их помешали всем. В отношении директоров, ну, где они учились, отправляли тоже СПД на ходатайство, поставили на учет и проводили с ними профилактическую работу. А может ли обычный человек определить, что вот перед ним, например, карманник? Ну, бдительный человек, вот у нас некоторые кражи сами потерпевшие тоже могут задерживать тоже. Это бдительность самого Что гражданина. выдает преступников? Ну, некоторые кражи совершают они, ну, отвлекающим маневром, 2-3 человека совершают. А некоторые, когда стоят потерпевшие, рядом сидят, кто сидит, обращает внимание, ну, постоянно обращает внимание, деньги заранее вытаскивают тем, ну, садится. И вот буквально недавно я вот на той неделе женщина поймала подозреваемого сотового телефона, который хотел украсть у его дочери сотовый телефон в маршрутном такси тоже. Она мне, ну, тоже показала свою бдительность, ну, вовремя заметил, что у него вытаскивает дочки из сумки сотовый телефон, и задержала она, и сама доставила в дежурный час. Как не стать жертвой? Что бы вы порекомендовали? Ну, я бы порекомендовал, что если вот утренние вот места, примерно, к примеру, общественный транспорт, если сели, то сотовый телефон лучше бы положили бы в внутренний карман и застегнул, потому что если снаружный карман, даже если они застежка, то они могут вытащить они как бы... Даже если застегнут? Да, застегнутые тоже этим, ну, воруют. А также вот для граждан, которые лица приходят отдыхать в ресторанах, ночных клубах, они тоже оставляют сумку, где они сидели, пошли там потанцевать, пришли, сумки есть, а внутри сотового телефона нету. То есть, в первую очередь, это бдительность? Да, бдительность, все это, конечно, должен быть. Если нету, она, ну, сами они дают повод украсть совершение краж. Какую профилактическую работу полиция ведет в этом направлении? Профилактическую работу мы совместно с сотрудниками полиции, УВД, это не только уголовный но там и есть участковые полномочия, и ПД, инспектора по делам несовершеннолетних, и другие службы, которые проводятся профилактические мероприятия, операции, там, карманник, рывок, и тоже другое. Мы проверяем ломбарды, вот эти лица, которые скупщиков, ПВС, к примеру, доставляем, ну, проверяем, какие телефоны по имейным номерам, может, по нашим телефонам, которые крадены, идут или нет. Буклеты даем постоянно маршрутникам, чтобы граждане, будьте бдительны, так как совершается очень много краж сотовых телефонов, это в каждом маршрутном такси имеется тоже. И еще, ну, проводятся рейдовые мероприятия, тоже ночные, дневные, постоянно. И в конце недели мы, вот, руководители, докладываем начальнику управления УВД города Кызыла о проделанной работе. Ну, рейдовые мероприятия в чем заключаются? Ну, то есть какое-то подставное лицо или как? Ну, подставное лицо тоже есть, конечно. И задержать подозреваемых лиц. Вот, например, мы в Кызыле недавно, вот, на Новый год здесь построен был каток. Мы каждый день там рейдовали, потому что там тоже очень много совершалось сотового телефона. И оттуда мы задерживали несовершеннолетних лиц постоянно. Тоже составляли в отношении родителей протокола, некоторые помешали им, как я уже ранее сказал, по этому делу. А вот установка видеокамер, например, в магазинах, в автомобилях вам помогает при раскрытии таких дел? Конечно, вот эти, я в прошлом году тоже выступал, просил тоже всех лиц поставить, где вот частные
ресторанов поставить видеокамеры, некоторые уже поставили, конечно, помогает. И везде, чтобы было вот эти киосках, к примеру, если совершено недавно как бы разбойное нападение, это торговый киоск, то, конечно, помогает тоже эти видеонаблюдения. Куда обращаться, если человек стал жертвой карманника? Можете обратиться в дежурный час в ВД город Кызыла по дружбе 120, либо позвонить в дежурный час 93601, 93602. При этом у него с собой что должно быть? Коробка от телефона? Коробку телефона можно, некоторые нету, не бывает же коробка. С рук можно подойти без этого тоже прийти, написать заявление, обратиться в свое время быстро, чтобы реагировать, какие моменты, где было, чтобы зафиксировать. Некоторые видеокамеры у нас, которые я говорил, удаляются там в течение 3 дня или как-то, чтобы это вот эти время это изъять вот эти телефоны, видеокамеры. Сегодня у нас в гостях был начальник уголовного розыска управления МВД по городу Кызылу Айдыс Оржак. И говорили мы сегодня на тему об участившихся случаях карманных краж, а конкретно мобильных телефонов. Тува на туристской выставке «Интурмаркет-2017». Она проходила в Москве в течение 3 дней. Сегодня был заключительный. Выставка «Интурмаркет» традиционно ориентирована на внутренний туризм. В ней приняли участие представители из 12 стран и 81 региона России. Они рассказывали о туристических возможностях своих родных краев. В числе участников была и наша республика. На торжественном открытии выставки от Тувы принял участие министр культуры Алдар Дамдын, который возглавляет делегацию из нашего региона. На стенде Тувы представлены все туристские маршруты региона, событийный календарь республики на этот год, национальные блюда и напитки из молока, мастер-классы по исполнению горлового пения, встреча с настоящим шаманом, фото с красавицами и видеопрезентации о Туве. Далее рубрика «Новости короткой строкой». Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей информирует родителей о возможности получения психопрофилактической помощи для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, готовящихся к сдаче государственного выпускного экзамена. Для этого необходимо обратиться в кабинеты 14 и 16 Республиканского центра. Регионы Сибири вошли в рейтинг самой худшей экологии, а Красноярск объявили зоной экологического бедствия, сообщает общественная организация «Зеленый патруль». Общественники подвели итоги экологического рейтинга субъектов России по итогам зимы 2016-2017 годов. Сибирские города вошли в десятку самых чистых и самых грязных по экологии территорий. В десятке лидеров Республика Алтай и Алтайский край. Среди самых худших регионов Иркутская область и Республика Бурятия. На территории крупнейшего московского оптово-продовольственного агрокластера «Фуд-Сити» в рамках постоянно действующей выставки «ЯАЦ-Экспо» откроется торговый павильон для производителей Тувы. С предложением представить сельхозпродукцию республики на международной торговой площадке к главе Тувы обратились устроители экспозиции. Минэкономики республики начал формировать перечень сельхозпроизводителей Тувы, которые смогут представлять республику на ЯАЦ-Экспо со своей продукцией. Госдума приняла во втором основном чтении поправки о наказании хулиганов на транспорте. Если раньше депутаты собирались наказывать только авиадебоширов, то теперь серьезные санкции предусматриваются для нарушителей порядка на всех видах общественного транспорта. Вводится уголовная ответственность за зацепин при движении снаружи вагона и ослепление пилотов лазерными указками. В России могут создать специальные кризисные центры для мужчин, склонных к агрессии и домашнему насилию. После декриминализации в России семейных побоев правительство теперь задумалось о профилактике таких случаев. Вместо административного наказания дебоширы будут проходить специальную программу реабилитации у психологов, чтобы рукоприкладство в семье больше не повторялось. Напомним, президент России Владимир Путин 7 февраля этого года подписал закон о декриминализации побоев в семье. В Туве подвели итоги 21-й научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее». К участию в конференции из 216 поданных исследований и проектов было допущено 150. В этом году по анализу экспертной комиссии заметно увеличилось качество работ по всем секциям. Самой плодовитой была признана секция «Историческое краеведение». На ней было представлено 18 работ. Также свои работы школьники представляли в секциях физика и инженерной работы, информатика и в других технических направлениях, а также по общеобразовательным направлениям. По словам жюри, подростки показали, что они умеют искать информацию, систематизировать ее и анализировать. Победителей определили в каждой секции. Все они получили благодарственные письма и призы.
И о погоде на ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается солнечная погода, возможен небольшой снег. Температура ночью в Кызыле минус 19, минус 16, а днем от 4 до 6 градусов, также со знаком минус. Ветер слабый 1 метр в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. В течение дня будет немного падать. Тип погоды второй, благоприятный. На этом выпуск завершен. Если что-то пропустили, заходите на наш YouTube-канал «Тувинская единая служба информации». С вами была Чинчика Шпукол. До свидания.